Всем доброго утра. Доброе утро в родной деревне. Последний день весны, 31 мая. Поют птички, прохладно. После дождя мы уже успели скосить траву. В этом году травы как никогда много. Весна была ранее. Очень рано потеплело. Можно сказать, наступило лето недели на 3 раньше, чем обычно. Как мы видим, у нас уже вялится рыбка, окунь. Скоро будем коптить. Птички у нас опять похулиганчили. Вот пришлось двойную сетку ставить. Так, ну а мы что так рано проснулись. Время еще 5 час утра. С минуты на минуту должен подъехать Николай. Николай, если кто на канале давно, помните, да? Который первый у нас откликнулся в помощи, на мою просьбу помочь доставить лодку с города Сыктывкар, когда я приобрел Уралочку. Вот это было у нас 2 года назад. 2 года мы уже общаемся. Тот день, когда он привез лодку, он сломался на машине. Я поехал к нему навстречу. Он не доехал до Ухты, у него, короче, движок стуканул. В общем, лодку мы с горем пополам привезли, но зато мы неплохо тогда отдохнули. Как раз дни рождения у Романа, у меня. Июль, даже 2 лет не прошло. Вот. Познакомились, пообщались. И вот уже, я не знаю, раз 10, если не больше, он точно уже приезжает на зимнюю рыбалку, на летнюю рыбалку. Я к нему ездил уже не раз в гости, тоже бывал у Николая в гостях в Сыктывкаре. В общем, подружились, общаемся. И вот и на этот раз он позвонил, появилось время, приезжает на рыбалку. Были планы приехать, конечно, на весеннюю рыбалку, как в прошлом году мы рыбачили. Рыбалка сетями очень продуктивная, быстрая рыбалка. Прошлый год они приезжали на неделю. В итоге мы за 3-4 дня забили всю тару, наварили консервов с язей. В общем, было очень бурно, быстро и продуктивно. В этом году мы рыболовный сезон сетями, скорее всего, уже профукали. Вода уже 2-я у нас упала, падает. Но я так думаю, река Печора нас без рыбы не оставит. И посмотрим, порыбачим. Может быть, даже достанем удочки, фидер, спиннинг. Все это возможно. Ну, а так, конечно, в планах в первую очередь поставить продольники. Но так как утро у нас сегодня раннее, и сегодня у нас праздник, Троица, то, возможно, сейчас Николай приедет, встретим, хорошенько встретим, согласно нашей русской традиции. Отметим праздник, отдохнем. Ну, а потом уже ближе к вечеру, скорее всего, начнем ловить рыбу, рыбачить, приезжать Николай на рыбалку. Сегодня воскресенье, завтра у нас понедельник, он по своим делам тоже выезжает в наш райцентр. В общем, совмещаем полезное с приятным. В понедельник съездим, сделаем дела, ну и уже понедельник вечером начнем ловить рыбу. Как-то вот так, такие вот планы. Весновки сев год у нас не получилось. Тоже, думаю, из-за ранней весны. Утки не было, да и здоровье немножко подкачало. В общем, 2 месяца. Вот, кстати, и слышно уже звук колес от автомобиля. Скорее всего, наверное, это уже едет Николай. Вот. Последняя съемка у нас была, как вы помните, 1 апреля. Мы закрыли зимний сезон рыбалки на Печоре. В планах была рыбалка по последнему льду на озерах.
Но стремительно потеплело, наступила жара, очень быстро сожрала весь снег на болотах, и добраться до озер, на которых лед тоже прогнил, было уже практически невозможно. Ну, а рисковать, как бы, нежелательно, оно того не стоит. В общем, не было у нас в этом году закрытия, которое планировалось на озерах на Окуневом озере. Просто, так сказать, весь апрель и вот уже май мы не рыбачили. Вот. Ждали, конечно, весновку. Даже пару раз были выезды туда, на болото, на озеро. Уток не было. Рыбалки как таковой. Ну, можно было рыбачить, но тоже без дорог, потому что надо было выходить уж пешком. Очень быстро растопило весь снег. Приехали 3 дня назад вот в деревню. Со здоровьем были небольшие проблемы. Спину заломило. Конкретно пришлось обратиться к врачам. Полечились немножко. Приняли курс лечения. Покололи уколы, таблетки. Ну, вроде оклемался, вроде двигаемся. Вот уже успели посадить картошку. Вспахали огород. Вот он. Метров 50 длиной, метров 25 шириной. Вот такой вот огород. Распахали, посадили где-то около 23-25 ведер картошки примерно. Вот посадили. Посадили уже грядки за 3 дня, вот как приехали в деревню. Морковку, свеклу, лук, салат, что там еще, укроп. В общем, занимаемся сельским хозяйством. Тюльпаны у нас, как мы видим, уже отцветают. Марьямоль, пион, тоже период цветения очень короткий. Вот как мы видим, конец мая, а он уже практически отцвел. В общем, все не по времени. Такая погода обычно бывает у нас, ну, не раньше, чем середина июня. Вот такой уровень воды, как сейчас вот на реке, тоже он бывает уже в июне, числа 20, наверное, июня, не раньше. Вот и считайте, ровно на 3 недели примерно все было, все раньше. Ранняя весна, раннее лето, ранняя жара. Не знаю, как будет, я так думаю, наш север все равно должен взять свое. Сегодня вот уже прохладно, скорее всего, будет еще и похолодание. Возможно, не удивлюсь, если будет и снег. Все это будет, все это наверстает. Так, потому что все это было не ко времени, и север все равно возьмет свое. Так что это не очень-то и хорошо, что раньше времени потеплело. Чаек в этом году у нас на крыше нет. Они прилетали, что-то покружили в начале мая. Даже, можно сказать, наверное, в конце апреля уже, когда поднимали картошку, они уже здесь были. Ну, не начали делать гнезда. В общем, в этом году чаек здесь нет. Зато есть всякая разная другая живность. Скворцы, вон, чирикают, поют всякие мелодии красивые. В общем, красота. Нет, это была другая машина. Николай пока не подъехал. Вот еще одна машина. Черемуха у нас уже в этом году отцвела. Не знаю, будут, не будут плоды, потому что были ветра. Ну, вроде бы что-то даже завязалось. Так что будем надеяться, что получится в этом году собрать черемуху, высушить. Прошлый год высушили мы очень и очень мало. Так, ну вот, еще слышу звук колес. Это, наверное, уже точно Николай, потому что звонил своего же. Прошло уже чуть больше часа. Николай едет на новой машине. Говорит, прикупил УАЗика Патриота. На ней он еще сюда не приезжал. Сегодня приезжает Николай, а дня через 2-3 приедут еще у нас ребята на рыбалочку.
Так что будет весело. Будем совмещать полезное с приятным. Ребята будут рыбачить. Все поставим, все расскажем, все покажем. Ну а сами будем тоже с ними выезжать, смотреть, как они там рыбачат. Ну и попутно, конечно же, домашние дела никто не отменял. Очень много дел в деревне. У меня тут один участок, на берегу второй участок, который требует у нас всяких. Вот и Николай. Вот у нас едет Николай. Сейчас мы его будем встречать. Да, это у вас Патриот. Это у нас Коля. Что у нас давно на канале Николая, они уже знают. Коля, Николай. Коля, Николай. Коля, Николай. Доброе утро. Доброе утро, страна. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Устал? Бляха, с непривычки-то прям тяжело. С непривычки прям тяжело было. Так. Ну ничего, сейчас позавтракаем, отдохнем, наверное, немного, да, пару часиков с дороги-то, не будем тебя мучить. Ну, остальное все будет. Мы немножко отдохнем и рыбачить мы начнем, да? Совершенно верно. Есть изменения в деревне? Какие? Ну, как видишь. Ну тут-то у тебя, да? Баню, наверное, нет. Баню я видал, что не было. В прошлом году. Прошлый год уже, да? Тумана пока нет, туман пока у нас в Троицке. Бугана не привезли. Пока еще, Валентина, до 1 июля у нас вот работает. С июля только в отпуск. Картошку не успел ты посадить, обещал, грозился посадить картошку, не успел. Все, закопали, спрятали. Вон уже, видишь, рыбалка начала. Серьезно у тебя все? Все это уже готовятся копчушки, все. Ну все. Как мы кушаем, завтракаем, думаю, интересного мало. Встречаемся на рыбалке. Спасибо большое, вообще классно. И это тебе? Ух! Как Это нам, это нам. Это Генчику. Ага. А это тебе? О, Отец передал. натурально домашняя, да? Вот сейчас мы и распробуем. Спасибо большое, Коль. Так, А это что такое за чудо? Это Подарок. Верка что-то там Круговые. какие-то. Маска, еще Вот что-то тут там. ага. Спасибо большое. Так, младшие Растворовы еще спят. Доброе утро. Доброе. До полного этого только Лены не хватает. Лена у нас еще работает в городе. Надо было ее тоже по пути привезти. Ну. Вот. Ну все. Теперь точно у нас уже все на столе. Так, начинаем. Так, ну что, Николай у нас уже как час, ну, может быть, минут 40 уже на реке. Уехал, не дождался, пока мы тут немножко занимались делами. В общем, запустил коптильню, дымогенератор. Где-то на полумощности, даже можно сказать, меньше половины мощности. Все приготовил. Вон щепы, полный контейнер. И тут у нас вот такая вот красота. Все дымится. Подвяленные окуни в 2, ну даже нижний слой поменьше, которые в 3 слоя подвяленные окуни уже коптятся холодным копчением. Кто-то мне спорил, что, говорит, это не холодное копчение. Дым сюда поступает совершенно холодный. Вот радиатор, тут охлаждается. Вот здесь труба ледяная. То есть дым сюда поступает холоднючий. Поток воздуха. Здесь он горячий, здесь он идет, охлаждается. Даже вот здесь, даже здесь он уже холодный на выходе. Еле-еле теплый. Тут он охлаждается полностью, здесь он выходит уже холодный.
И здесь, я так думаю, этого контейнера опилок нам хватит до вечера. Это вот такие вот опилки покупаю я на Озоне. Сегодня мы будем коптить грушей средняя фракция. Абрикос был очень вкусный. Вот контейнер, это литров на 8 получается. Ну, может быть, вот это еще добавим вечерком. Ну, а завтра будет уже отменная копченая рыбка. Возможно, даже сегодня вечером мы снимем пробу. Так, ну все. Поехали к Николаю, посмотрим. Он сказал, что будет там попробовать на удочке, на фидер. В общем, а мы поедем туда, чтобы закинуть наши продольники и посмотреть. Открыть летний сезон на Печоре, так сказать. Погнали. Так, ну вот мы и приехали на наш второй домик, который на берегу. Здесь у нас скважина. Вот, как мы видим, здесь все тоже цветет и пахнет. Наши тюльпанчики уже отцветают с такой жарой, с таким ветром. Так, ну и вот наш Николай, рыбак. Хо-хо! Все, уже там прикормил местечко, ловит рыбу. Позвонил, говорит, 4 плотвы и 1 язь уже в улове есть. А? Уже 3 язя и 3 плотвы. 4 плотвы и 3 язя уже. Вот так вот. Пока мы тут развешивали рыбу на копчение, 3 плотвы и 4 язя Николай уже выдернул. Так что не перевелась еще рыба на Печоре матушки. Это радует. Значит, если будет место, куда воткнуть продольники, язя мы половим. Вот наша Уралочка ждет своего часа, когда вода упадет. Скоро уже с такими темпами вода упадет и не заметишь, надо будет уже... Так, это куда? Это ловушки сюда. Скоро уже надо будет пересаживаться на Уралочку. Сейчас, наверное, мы обяжку спустим тоже на воду вдвоем. Она хоть не протекает. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас там делает Николай Сергеевич. Ху-ху! Он вода как быстро падает. Я лодку оставил здесь, когда дня 3 назад, наверное, рейс у меня был. Он за 3 дня уже упало буквально больше метра. Вот самое идеально, когда вот вода вот до сюда, вот до бровки, и сюда вот рыбачить. Вот тогда четко, вот здесь тогда вся рыба вот плескалась в этой глубине. Мальки особенно. А тут уже сейчас получается, ты вот только на одну удочку. А как обрезала, будильник не берет. А что, несколько штук? А, зачем? На одну Ты штуку. бродни даже не поднял? Так. О. Не ерши, ничего нет, да? 4 плотвички и 3 подвязки, да? Вот 4 штуки. Вот. Раз, два. И вот еще один. Это плотва. Значит, вот. Это плотва тоже, да. Плотва. Как раз консервный размер. Пойдут на консерву. Вот это. Это Ага. плотва. 4 плотвы, 3 язя, наоборот. 2 подвязка получается. И 5 плотвичек, да? 5 полтичек. Нет, вот подвязок. Вот. Вот. Это плотва, красные глаза. Какого это очень? А, ну да. Желтые. 2 подвязки и 5 плотвичек. И как обрезала? А пришел сразу поклевало, да? Прям сразу, ну, утром
утром и вечером, видать, клюет, а днем видишь, 0 эмоций вообще. Ну, уже хорошо. Прямо дын-дын-дын-дын, да? Да? Просто надо несколько штук поставить, чтобы не одна, а две было. Уже интереснее будет. Сейчас поставим. Сейчас поставим. Может быть, даже закидушки кинем, если я посмотрю с берега закидушки. И потом выйдем и поставим продольники все-таки, наверное. Вот как-то вот так. Это вот интересно было тащить, вот, который вес упал. А если килограмм? Вот есть. Тут потом вечерком, когда ветер стихнет, тут прямо вот в этой тиховодье можно даже на удочку будет попробовать. Да, да. Прикормить, и на удочку он подойдет. И блесну также можно. Тут щуки у меня язя рвали вот прямо в клочья. Крупная щука тоже здесь есть. Сейчас Серега мне звонил, он говорит, на перевал Базов. Пошел, говорит, тяну, говорит, подвязка, и 3,5 килограмма щука накинулась. И попалась, прикинь. Клюет. Как клюет? А, вот, да, есть поклевка. Ну, какая-то мелочь, видать, трогает. Ни хрена мелочь, она дергает, да. Есть? Есть. Пошла. Нет. Все, ушла. Нет, идет же. А, это кормушка. И плотвичка тоже видно, как дергает, да? У тебя один крючок, что ли, только? Да, больше не надо. А два крючка что, нет? Достаточно одного. Она потом путает с удочкой. А. Вот такая вот снасть. Ну, работает, ты смотри. По большой воде этого не было, да? Ну да. Пробовали прошлый год по большой воде. А тут вот потихоньку, я так думаю, закидушку поставить хуже не будет, это точно. Ладно. Рыба есть, значит будем ловить. Поехали. Так, пока Николай зверствует на одном фидере, я, говорит, даже больше не буду добавлять. Вытащил сейчас хариуса одного. Ясь, говорит, перестал ловиться. Мы решили попробовать поставить одну закидушечку сначала для пробы. Вон, обыкновенная закидушка, капроновая нитка. Все тот же продольник. Единственное, что на конце закидушки груз. И тут вот я поставил вот такие вот поводочки. Для чего? Потому что не раз уже бывало, что попадали язи, и щука их рвет, перекусывали лески, и как бы вот этот поводок щука, если что, уже не перекусит. Все то же самое, обыкновенный крючок, вместо лески поводок стальной, и в конце груз. Тот же продольник, только один конец на берегу, второй конец на грузе будет на реке. И сейчас мы посмотрим. Можно, в принципе, поставить колокольчик. Но я так думаю, если что-то попадет, и так будет видно, оно будет дергаться. Я специально не стал заглублять поводок. Сейчас забросим закидушку и подергаем вот этот подсад. Вот ивняк уже растет каждый год я здесь выкашиваю. И каждый год он растет на метр, полтора. Если не выкашивать, вот такой лес бы был уже здесь давным-давно. Ну, свой берег я пока еще держу, и мой берег пока еще чистенький. Сейчас закинем закидушечку и посмотрим, как она себя покажет. Лодку, обяжку перекинули, мотор уже перекинули. Сейчас поставим закидушку, пару фидеров закинем, чтобы Николаю было чем заняться, пока я там выставляю продольники. И пойдем работать, ставить продольники. Ну а вечерком, я так думаю, мы будем снимать первый урожай. Пока мы тут ставим закидушку, у Николая поклевка. Что-то идет. Сейчас посмотрим. Подъязок? Да. О, подъязок. Так что днем ясь тоже клюет, получается. Фидер работает. Только один. Можно поставить, в принципе. Кто, Вера там? Он язя вытащил.
Так что, чего-чего, а язя у нас на Печоре хватает. А до него. Вот что попалось там, смотрите. Супруги рассказывают, как он хариуса вытащил. Скоро, очень скоро. Сейчас вода еще немножко упадет, и можно будет хариуса дергать на мушку уже. А еще попалось. Это я на удочку ловлю. Вон, ей. Так. Сейчас одну закидушку на пробу кинем. Если будет работать, потом добавим, если что. Только надо будет кустики выдернуть, потому что основной берег еще немножко, полметра надо в воде упасть, чтобы не было этих кустиков. И здесь грязюка еще, кустики, немножко неудобственно, но ничего страшного. Привет, привет! Ставим закидушечку. Сейчас поставим закидушечку и посмотрим. Я так думаю, без улова она нас тоже не оставит. По крайней мере, чем хороши закидушки, их можно ловить любую погоду. Вот будет ветер такой, что на лодке не выехать, а закидушки можно проверять любой ветер. Червей не экономим. Ставим по полному червяку. Если ёрш рвать не будет, то как минимум я должен клюнуть. Ау! Почему, когда кому-то прям, слышишь, заглотил прямо? Ну так. Тебе надо 2 крючка для надежности. Второй крючок с поводком сейчас зацепим тоже. У меня поводки есть с крючками. Да не надо, он сколько. Хуже не будет, Коль. Так, все, насадили. Сейчас попробуем закинуть, лишь бы не зацепилась об кусты никуда. А, наверное, еще будет цепляться. Надо будет повыдергивать эти кустики все. Вот об эти кустики может цепляться. Неплохо. Ладно, попробуем. Сейчас закинем. Дай бог, что получилось. Ну, с Богом. О, все. Пошла жара. Пошла жара. Сейчас кустики здесь подергаем. Я так думаю, минут через 5-10 и здесь будет рыбка. Ой, женщина, блин. Поклевка. Тут сидим мы по 50 капель. Николая, поклевочка. Так мы продольники точно не поставим. Так и будем здесь ловить на один фидер. Ну-ка. Идет? Непонятно. Нет. Нет, скот, да? Просто съели. Просто все съели. Ну, один Но крючок. поклевка была мощная. Поклевка, да. Ну, один крючок. Я говорю, надо второй обязательно сюда. Сейчас, да, я посмотрю свою закидушку. Я сейчас посмотрю. Я говорю, замануха, вот эта закидушка, блин, фидеры. Мы так продольники пока не поставим. Ну-ка, посмотрим здесь, что у нас. Ты смотри, черви даже относительно не покоцанные. Ты ее вытаскивай полностью. Не-не-не, не дергает. Удивительно. Ладно. Сейчас поставим хотя бы пару фидеров для начала.
Это для баловства так. И обязательно тебе, сейчас я второй крючок выше поставлю. Потому что один крючок это один крючок, а два крючка это два крючка. Но поклевка была, сейчас я сам видел. Понятно, да, что-то есть. О, плотвичка. Блин, откуда на Печоре плотва, блин? Главное, уже не первая, да? Шестая. Я в шоке просто. Как бы раньше плотву у нас ловили только на озерах. На Печоре ее было единицы. А теперь, видишь, за здрасте, да? Да. Вот, сейчас, подожди, я тебе второй крючок поставлю. Поставь. И будет уже веселее. Уже две плотвы будет. Да. Так, одного червяка оставь. На. Двух. Двух. Два червячка сейчас шлепнем. Вот так. И будет шикардос. Блин, я понимаю, что надо ставить эти продольники, но замануха. Вот эти, блин, фидера, закидушки. Он, парнишка тоже пришел, тоже ставит, глядя на нас, тоже решил поставить донки. Ничего, всем рыбы хватит. Так, вот здесь у Коли сверху, говорит, будет запутываться один крючок вот такой на длинном поводке. А мы вот прямо вот здесь вот к фидеру привяжемся. На прикол. А тут есть еще немножко. Нет, нет, нет. Ну, добавляй полную. Давай. Я прямо вот сюда вот сейчас привяжусь. Второй крючок. Зачем? Вот сюда вот привяжись. Вот, да, вот так вот. Нет, вот сюда вот. Не, нормально, он там будет путаться вот с этим. А вот я сюда поставлю, он будет здесь. И нормально, здесь вот будет уже рыба. Давай. Я так думаю. Сейчас вот этот поводочек добавим большим. Николай, меньше крючки, да? Немного. Вон, да. О, это, конечно, это Клюет же? клюет. Вот мелкий крючок, мелкая рыба. Большой крючок, большая рыба. На, держи. Все, поставь, все. Сейчас попробуем. Так, целая червячка. Удивительно. Насчет плотвы я сам в шоке. Так, это лишний. Нафиг мне нужен. Так, это здесь. А здесь я вот, пожалуй, добавлю. Вот у меня готовые поводки уже. А сюда вот второй поводочек прямо к кормушечке добавлю. Я так думаю, хуже точно не будет. И закинем, посмотрим. Только закинул и сразу подклевка? Да. Был занят. Только-только закинули. Вот. Шкура снялась, и я такой, о, клюет, да? Это на большой крючок. Он заглатывает большой крючок. Огромный язь. О, блин, чем больше крюк, тем больше язь. Вот сейчас у тебя два, да, фидера только? Сейчас еще какой-то спиннинг сделаем сейчас на третий. А кормушки есть, не? Да. Фидерные. Ну это завтра уже будем делать. Сегодня мы пойдем. Ну сейчас поставим третье. Иначе тут, блин, колюнчик, блин, у нас быстро. Тоже Коля, вроде. Тезка твой. О, клев. Не понял, или течением, или что? Наверное, хорошо клюнул. Непонятно, да. Или... Я удивляюсь, ерши пока не долбят. С одной стороны, конечно, это хорошо, блин. То, что ерш не долбит. Но не крупный, это точно, блин. Был бы крупный, наверное. О, видишь, вон, так вот кормушки прицепить. И он же не мешает, он не будет путаться, да? О, все, ловись, рыбка маловелика. Она пробует просто. Прошло сколько? Минуты
минуты 3, наверное, да? Минуты 3. Даже сигарету не успели выкурить. Есть что? Непонятно, течение сильное, кормушка тяжелая. Непонятно. Нету никого. Нету никого. Просто попробовали. Вон там заклевало. Да, да? Что? Попробуй утянуть. Ну, если что-то получится, то лучше. Если дальше что-то снимать. А, не клюет, ну. Вот видишь, на 2 уже веселее. Ни хрена себе поклевка чувствуется, бля. Прям, конечно. О. Иди сам тащи, блин. Сейчас сам. Пусть заглотит. Она дергает, это и по-любому язь, наверное, или хариус. Идет во вкус. Это хариус или язь, да? Что-то дернет резко, так и отпустит. Выкосить потом надо будет, берегись. Видишь, он что-то не заглатывает сразу. Иван Григорьевич тут на мылве по ведру по 2 ловил вот так вот это. За ночь, он ночью. Язь, говорит, ночью клюет. Ночью клюет, да? Так что... Мы-то что, продольники кинули, снимаешь урожай и все. А так вот сам вот процесс вживую, это интереснее, конечно. Но Серега удивил, говорит, подвязка тащу и хлоп, щука до 3,5 шлепнула, блин. Ну, это качественно. А тут она есть, щука есть. Тут даже, можно сейчас спиннинг покидать, наверное, попробовать, блин, на дурнину. Вдруг. Иди ставь продольники. У нас время. Время шашлыков? Да. Сегодня у нас время. Вообще сегодня мы не должны были даже закидывать удочку. Ну, смотри, нехотя-то вот. И хариузок есть, и Пару банок консервов уже забили. одну. Одну? Нет, больше 2, наверное. Ну, 7,5 килограмм на 15 банок. На одну, значит, надо сколько? Полкилограмма. Килограмм. Килограмм там по-любому есть. это надо. 2. На хариуса мы на консервы пускать не будем. Да? По времени. Хреновые консервы с хариуса. Очень невкусная она. Ясно, ладно. Пойду я тогда продольники доставать. Ну-ка, Николай, рассказывайте, кого вы сейчас держите в руках. Хариуска? Да ладно. Плесканулся, я туда кинул, он взял. Живой. Или с собой привез? Да? Постоянно. Молодца второго. В общем, 2 фидера ему нафиг не надо. Ловит все на 1 фидер. Говорит, на 1 ловится лучше, чем на 2. Я увидел, где он плесканулся, я туда кинул, он прям сразу моментально ебал. Так, ну а мы тем временем приготавливаем лодку. Но сегодня мы уже на ней не поедем. Почему? Потому что нам уже очень весело. И мы, наверное, сегодня поедем жарить шашлыки. Да, Николай? Коля! Продольники завтра? Да. Сегодня шашлыки? Да. Все, начало сделали. 2 хариуса, пол-ведра язей с плотвой. Утверждаю. Подпись поставлена? 100%. Все. Значит, мы это все дело приготавливаем. И на завтра. Сегодня шо Маюра не хрен там делать. Так, ну что, Николай сказал, что день заезда всегда тяжелый. Бессонная ночь в дороге. Немножко рыбацкого. Сказал, для начала хватит, продольники ставить будем позже. В общем, решили ехать жарить шашлыки, баньку. В общем, отметим все как полагается. И остальное все позже, да, Николай? 100%. Человек устал, предлагал ему поспать, не захотел, ну что теперь. Главное, вот мы отпустили обяжку на воду, приготовили груза, продольники, все, как говорится, на низком старте. Завтра будет день, будет пища. Сегодня у нас праздник. Что мы сегодня нарыбачили? А сегодня мы нарыбачили, не мы, вернее, а Николай нарыбачил, балуясь так вот. 2 вот таких вот хариуса на фидер попались, с десяток плотвиц и сколько, 3-4 подвязка. Не знаю,
Сбился со Ну, счета. 3 точно. Ну, в общем, почти пол ведра рыбы. Для начала есть. Салям алейкум, здравия желаю, как говорится. Как-то вот так. Ну, если я уже закинул одну снасть, я все-таки ее проверю. У меня одна закидушка закинута. У Николая вот один фидер, я закинул второй. Оборвали груз, он сказал, одного мне достаточно. Закинул 2 бутылки на мальков. Так, ну давай червячков. Я все-таки, наверное, проверю свою снасть. Одну единственную. И посмотрим, что туда клюнуло. Утром, вечером, я знаю, там рыба будет. Ну, днем тоже бывает иногда. Вот там еще рыбачок поставил донки. Одну удочку фидера оставляем здесь. Одну закидушечку тоже оставляем. Остальное все подняли. И пока на сегодня все. Сколько прошло времени? Часа полтора. О, мы видим, что вода стремительно падает. Вот я ставил. Ну, за 2 часа упало 3-4 сантиметра. Это с одной стороны не есть хорошо, так что палочку переставляем вперед. И смотрим, проверяем нашу первую снасть летнего сезона. Коля уже обрыбился, сезон летний открыл. Ну а теперь посмотрим, открою ли его я. Погнали. Эта снасть называется закидушка. В детстве я на продольнике не ловил, я ловил вот только на закидушке. Так, первый крючок целый, второй крючок покоцанный, третий покоцанный, четвертый покоцанный, пятый покоцанный, шестой покоцанный, седьмой покоцанный и 8 покоцанный. В общем, рыбы мы пока не увидели. Ну ничего страшного. Первый блин, он всегда комом. Сейчас мы здесь поправим червячков, закинем. Не знаю, получится ли у нас проверить вечерком, потому что вечером у нас культурная программа, баня, шашлык, напитки, песни, пляски, караоке. Ну а завтра уже возьмемся за рыбалочку. День заезда всегда тяжелый. Я считаю, он удался. По крайней мере для Николая. Ну а мы уже были на реке, считай, если даже и не поймали ни одной рыбки, но летний сезон открыли, потому что мы уже на реке, уже закинули снасть. Клюет, нет, Коль? Не хочет, да? Понятно. Понятно, тоже говорит, пока не берет, но утро вечера мудренее, так что увидимся завтра утром. Вот такой вот первый день рыбалки летнего сезона. Всем пока, увидимся скоро на канале Коми Рыбак. Я думаю, теперь уже мы надолго пропадать не будем. До встречи.